Скорбная весть. На 94-м году ушла из жизни народная артистка Северной Осетии Берта Икаева. Берта Владимировна по праву относится к той плеяде артистов, которых называют достоянием республики. В студию Осетинского театра она пришла в 16 лет. Это были тяжелые военные годы. Коллектив театра поддерживал дух солдат, выступая в госпиталях, гастролировали по городам и селам. Берта Икаева также участвовала в строительстве оборонительных рубежей, копала окопы, а после войны продолжила служить в родном театре, которому отдала более 50 лет. В творческой биографии десятки полюбившихся зрителям ролей в кино и на сцене театра. Иунаджикадак, Ушгургаси, Сола, Авхатта Хашана. Встреча проездом, горская новелла и оглянулся путник, взбесившийся автобус. В театре Берта Икаева встретила и свою судьбу Владимира Балаева. Вместе они играли на сцене Северо-Осетинского драматического театра. Берта Владимировна была не только талантливой актрисой, но и преданным другом, хорошим организатором. Возглавляла профсоюзную организацию Осетинского театра, состояла в Союзе театральных деятелей республики. Берта Владимировна награждена орденами за оборону Кавказа, за доблестный труд в годы войны, медалью «Владикавказ. Город воинской славы». Какой-то необыкновенной женщиной. Во-первых, потому как она была очень статная, красивая женщина. И сценичная, очень фактурная со сцены. Потом вторая ее черта, качество, я считаю, это необыкновенность в ее отношении с людьми, с ее партнерами. Она такая... Она такая интеллигентная была, в ней вот какая-то вот из княжеских кровей она вроде бы была, обладательница голубой крови. Вот. А потом еще ее супруг, всем нам известный и любимый Владимир Балаев. Они такие красивые, красивая очень пара была. Просто, можно сказать, заглядение, когда они выходили гулять или шли на работу вместе. Неразлучные они были.